Ничего, аптека, медицина, забрали лекарства. Заказывал тут подешевле, можно, если за 2 дня вперед заказать, подешевле. Тут у нас такая зона. Давно я не ходил, всякая выпечка, снежки, вот цветы. Смотрите, цветуля продают букетики. Тут ресторан. Все блюда по 300 рублей. Представляете? Это здесь парфюмчик. Купи с собой. Натуралия. Пизе. Смотрите, как стены тут прикольно расписаны. Так, а где-то тут выход был. Сити Маркет. Вот эти магазины, в принципе, они... ну, продуктовые, да, всякие сэндвичи. Извиняюсь. Худуя, тут можно перекусить, да? Понял. Готовая еда. Так, понятно все. Так, выходим. Вот он выход. Смотрите, что у нас в Якутске происходит. Видите, да? Снег. Ват. Такая вот погода сегодня. Снежная. Пасмурная. Снежок упал. Лежит. Ну, тепло. Градусов 5, наверное, я думаю. Очень тепло. И говорят, через неделю уже будет плюсовая температура. Так что вот это все начнет таять. Так, это мы с вами с обратной стороны Синема центра находимся. Вот. Здесь вот. Попробовал стрим сделать. Сейчас 20 человек уже смотрит. Давайте-ка ставьте там лайки. Я вам включение сделал специально показать снег в Якутске. Сегодня такая погодка, как это мерзопакостная, целый день такая вот сумрачная. Сыпать. Вот, кстати, Синема центр. А где тут реклама фильмов? Почему нету? Интересно. Какой-то ресторан рекламируют. А рекламы фильмов нету? Там что ли все? Реклама стала. Привет, Редмиго. Привет всем. Реал Сим Суфан. Передай, пожалуйста, привет Атаю Исламбекову. Передаю привет Атаю Исламбекову. Смотрите, у нас погода какая. Опять снежит все. Все снежит. Сейчас я вот здесь у нас Талое озеро. Я сейчас вокруг него еще пройдусь. Тут у нас обычно весной устраивают ледовый каток. И здесь еще есть эти. Вот там видно. Надеюсь. Вот видите, горки для детишек. Вылечить. Вот, смотрите, вылечивает даже. О, как. Вот они катаются там. Еще вот здесь, с этой стороны, там на карах катались. Дорога расчищена вот на этом озере. И катаются на карах. Вот. Таким образом. Так, дальше пошли.
уменьшил. Так вот. Уменьшил. Сегодня какое у нас с вами? 18 марта 2026 года. В Якутске с утра снежок вот такой падает. Прилично уже насыпало. Ну да, в этом году везде какие-то аномалии такие вот погодные. И чувствуется прямо мокрый такой снежок. Мокрый. Мостик через Талое озеро. И вот с этой стороны мы видим каток. Сейчас. Если удастся, я его сниму получше. Вот отсюда. Наверное, да, видно его. Здесь пункт проката коньков. Ну и вот так вот сделали его оригинально. То есть его так по кругу, да, зачистили, круговой сделали. И по центру сделали зону, там скамейки и фонари поставили. Вот смотрите. Видите, да? Вот так вот. Представляете, он стишком. Забава у нас получается это вот с марта. Ну и в апреле уже, по сути дела, там уже все начинает таять. А если говорят, что на той неделе уже будет плюсовая температура, то уже начнет с конца марта все таять. Вот мост тут какой мощный сделали. Раньше был такой, тут когда проходишь по нему, прямо он трясся так, прямо трясся. И вот на середине здесь эти замки навешаны, много замков. Сейчас вам покажу эту горку. Она детская горка здесь. Залили ее. Все сделали как надо. Детишки на ледянках катаются. А чуть дальше вот там трасса для, как это, бензиновые кары или какие-то бензиновые. Вот там домик вот этот стоит, и, соответственно, на них можно по кругу тут покататься. Я вчера видел, по крайней мере. А здесь еще вот электроснегокаты. Будочка стоит тут. Так. Чуть ли не +1 будет. Вот говорят люди, что плюсовая температура скоро уже будет в Якутске. Ну хорошо так подзасыпало, кстати, этот лед. Так что может немножко неудобно кататься. Надо будет чистить, соответственно. Ну, коньки даже что-то тут закрытые. Не дают коньки уже из-за снега, видать. Так, ладно, давайте дальше идем. Дальше. Привет, всем привет. Погуляем сегодня. Стримим немножко. Смотрите, снег. Я люблю футбол, кто-то написал. Так, вот тут можно спуститься. И мы еще пройдемся по скверику. Вот по этому скверику возле Талого озера. Кстати, скользко спускаться, надо осторожно. Вот. Здесь зона, короче, такая вот бесплатная в городе для покатушек на коньках, на саночках. Ну, тут местные жители, кто живет в ближайших домах, они, конечно, все сюда ходят кататься. О, музыку включили, а? Музычку включили.
сделали вот такие вот, тут как это сказать, выходы, да, такие. Можно на него пройти и что-то сфоткаются, типа селфи, да, такое делают. Ну, все по-разному. Ну и каток вот такой вот. То есть его сделали такой, как правильный, с закруглениями. Вот так вот. То есть чтобы можно было, как это, на скорости на коньках кататься. Сейчас покажу вам нашего карася. Памятник кагайскому карасю. Самый жирный, самый вкусный карась на свете. Вот ему памятник. Такой вот. Раньше он стоял вот на том мосте. Еще мост там другой был. И его вечно роняли. Кто-то залазил, кстати, неустойчиво был сделан. Все время он падал. Потом его, короче, вот сюда поставили. Вот такой вот карась. Очень такая еда нужная. На севере карась раньше ловили и питались им. За недостатком овощей, фруктов, витаминов. Вот в карасе там все содержится. Вся таблица Менделеева, все полезные вещества, омега-жиры, омега-3, селен. Очень полезные, поэтому карасики, они людей спасали, конечно. Вот такая зона, сквер здесь. Лавочки. Вот тут стены исписаны вот таким образом, смотрите. Тут с мамонтом изображен. Привет, привет, всем привет. 8 человек смотрят. Почему-то интересно, когда подключился, смотрело 20 человек. А сейчас 8. Непонятно. По идее, при подключении же, наоборот, меньше людей должно смотреть. Ну ладно. Кто посмотрит, тот посмотрит. Кому интересно, тому интересно. Все на добровольных началах. Тут еще домик стоит. Тут можно чаек, кофеек попить, пироженку скушать. Тут рядом с Талым озером. Раньше тут не всегда ходили сюда. На лыжах катались. Сейчас на лыжах что-то совсем мало катаются. Я вот в парк ходил. Кто смотрел видео про парк, можете посмотреть последнее видео. Там пункт проката лыж, где находится, я снял. Лыжи можно на лыжах покататься. Ну вот, поэтому надо успевать. Якутская весна, она такая короткая, поэтому надо успевать. Сейчас и на коньках, и на лыжах, и в сноубордах, с гор катаются. На сопках у нас, на склонах там есть специальные спуски, трассы, и можно вот кататься оттуда, прямо с горы. Кто, конечно, умеет кататься. Не всякий еще будет скатываться, потому что там, так сказать, если стоишь снизу где-то этой горы, сопки, кажется, какая ерунда, там типа, что туда не спуститься. А вот когда на саму эту сопку, гору залазишь, то, извините меня, ноги уже подкашиваются. И тут надо иметь самообладание,
чтобы спуститься. Ой, машина совсем что-то забытая. А вот машины, которые оставили, они, если снег будет продолжать еще и идти, многие из них вот так вот занесет. Кстати, скользко у нас. Скользко. Иду осторожно, потому что этот снежок он присыпал лед, и соответственно можно подскользнуться. Очень хорошо будет. Ух. Кстати, иду, перчатки не надеты, не знаю, как телефон. Это где? Это город Якутск. Да, смотрите, что. Сейчас я вам точно скажу, сколько времени. 5 часов 50 минут вечера. Люди уже по домам идут, с работы. Кто откуда. Так, а здесь где перейти? А, вон там переход, да? Либо туда идти, туда мы не пойдем. А немножко поснимаю вам, чтобы было представление. Вот улица Курашова. Она все так вот, вся в машинах. Вся в машинах. Это вот сейчас вот еще тут минусовая температура. Как бы не все еще машины выгнали. Что же будет летом, да? Что же будет летом? Еще больше машин будет. Сейчас, кстати, я еще пошел, потому что сейчас воздух очень хороший. Воздух хороший, и это перчатку одену. Думаю, перчатки. Рука замерзает. Привет, Тима, Кеша. 2011. Привет. Остановочка, люди стоят, ждут автобуса. Ну, видите, да, на всю дорогу пробка. На всю дорогу. Так. Удобно перчатки одевать. Ох. Так, надел, теперь будет проще. Теперь главное, чтобы телефон не замерз. А то если он замерзнет, то ничего хорошего не будет. Так. Что, как я тут перейду? Никак? А, тут надо так вот просто переходить, да? Переходу. Вроде бы как светофор какой-то непонятный. Так. Перешел благополучно. Спасибо водителям, пропустили. Еще одна остановка. Ну тут, по-моему, второй автобус ходит. Двойка. Кто знает, какой есть автобус. Маршрут. Раньше он ходил до... Как же этот район? Ну, где сейчас рынок строительный. Ага. Сейчас туда, естественно, больше ходит автобусов. На нем постоянно ездили. Если надо было в центр. Хотя тут, в общем-то, вот это мы с улицы Свердлова ездили, хотя до центра дойти даже тут, в общем-то, ерунда. Сущая ерунда. Минут 20 ходьбы. Ну, я не помню, может тогда, когда еще не было нормальных дорог, как бы, да, были дороги не очень хорошие в городе, может, ходить было не очень-то приятно, да? Так, что там у нас пишет? Так, сколько у вас градусов? Ну, градусов 5, я думаю. Градусов минус 5, минус 7, вот так вот.
тепло, хорошо. Ну, ночью температура опускается до минус какие же градусы? Минус 20, наверное. Вот сейчас вот так. Раньше неделю, там 2 назад до минус 30 опускалась. Сейчас уже до минус 20. Зимой температура опускается. Вот, перекресток, это у нас с вами улица Курашова и улица Пояркова. Такая движуха сейчас здесь. Впереди католический костел, церковь католическая. И вот сейчас мы перейдем на ту сторону. На ту сторону перейдем. Опять посмотрим под ноги, по сторонам. Ух, пошли. На меня снега нападало, тоже очень хорошо. Я боюсь сейчас, чтобы телефон не замерз. Так, можно вот сюда свернуть, а можно вот так пройти. Наверное, вот так вот пройдемся. На велосипедах, смотрите, катают. Ну, у нас на велосипедах всю зиму катаются. Как бы, да? Меня все-таки удивляет, как по накатанной дороге можно так вот кататься. Так, специальные шины какие-то должны быть, чтобы не подскользнуться. Шипованные, так кажется, зимой. Вот, теперь мы по улице Курашова идем. Смотрите, сколько здесь транспорта тоже. В ту сторону пробка, в другую сторону тоже. Из центра это получается. Тоже пробка. Одни пробки. Туда, сюда. И причем, что это еще не лето. Еще не все машины свои выгоняли. Ждем лета. Ну, сейчас хорошо ходить, потому что воздух свежий, чистый. Вот он очищается этим падающим снегом. Летом, конечно-то, дождя нет, у нас сухой климат, довольно ходить так вот неприятно по улицам. Добрый вечер. Иван Иннокентьев пишет: на другие платформы соцсети будете переходить в свете последних событий, YouTube и Telegram, и сам Букин. Да, знаете, все это, конечно, прискорбно, все печально. Ну, надо будет переходить, конечно. Но куда, я не знаю, потому что вот если по просмотрам тех же видео, у меня еще ВК есть. Я немножко выкладываю видео, стал выкладывать. Там фотографии и видео есть. Очень маленькие просмотры. Очень маленькие просмотры. Если вообще смысл туда что-то просто дублировать, ну это, знаете, это работа лишняя какая-то. Потом, если там, знаете, там единичные просмотры, это вообще надо. Смысл немножечко теряется в съемке во всей. Ну, YouTube тоже, как платформа, тоже там тоже крайне мало просмотров. Там даже у каких-то именитых блогеров, которые уже снимают там, по много, там такие, по сравнению с тем же YouTube, смехотворные просмотры. Ну, там надо раскручиваться как-то. Там раскручиваться особо и не дают. Таким вот простым. Нет, конечно. Привет, Клипсо. Что за город? Якутск, да. Город Якутск. У нас сейчас 6 вечера. Смотрите, какой тут снегопад у нас идет. 6 вечера.
Снег сыпет и сыпет. Жалко, если в Ютубе вас не увидим. Кеша 2011. Да нет, я, знаете, как уйти? Я вот наснимал, сколько там видео, там около 1500 или 2000, точно не помню, стримы, видео, еще стримы, которые я проводил в мороз. У нас 50, за 50 градусов было минус. И я стримил, как вот его. Я, естественно, не буду его закрывать. Все это будет находиться. Ну, проблема вот, конечно, с тем, что меньше людей стало смотреть. Ну, соответственно, у блогеров нету смысла особо, потому что монетизация она пропала с российских блогеров. И теперь, если раньше там какая-то денежка капала, ну, небольшая, она капала, что-то был смысл. Сейчас монетизации нету, и многие просто ушли. Многие ушли. А у меня такой канал, он уже сколько, больше 10 лет видео. Поэтому его закрывать не хочется, крайне не хочется. Это переносить, если эти все видео куда-то, это как сколько надо работы сделать. Не знаю, сколько это надо времени сделать. Вот. Поэтому я, допустим, не хочу. Я надеюсь, что все-таки проблемы закончатся и у нас все нормализуется, и мы опять будем, у нас у всех будет и открытые ютубы, ватсапы, телеграммы и так далее. Мне кажется, что все это разрешится, должно разрешиться, поэтому я, по крайней мере, в этом оптимист. Вот тут магазин Сластена с мороженым. Можно мороженое, тут заморозки какие-то у них продаются. Ну и еда разная. Тортики и так далее. Вкусняшки, короче. Ну, главное, там мороженое, то, что продают. Дошли к ресторанам. Кстати, меня заносит всего, все лицо занесло снегом. Так, дошли до следующего перекрестка. Это перекресток улицы Лермонтова и улицы Курашова. Вот такая вот. Тоже довольно такой перекресток интенсивный. Довольно интенсивный перекресток. Китагава, Кабан рестораны. Потом там китайский, японский. Так, а нам куда с вами? Давайте вот так пойдем. В эту сторону я не пойду. Не пойду. Так вот прогуляемся с вами. А вот тут пекинская утка есть. Ювелирный салон. УРУ. Делаем прогулочку. Сколько у меня батарейки хватит? Этот телефон выдержит, не выдержит этот мороз. Может замерзнет сейчас и просто вырубится. Так что, если выключится, сильно не переживайте. Ну, трансляция вдруг завершится сама. Вот это здание здесь. Когда-то находился завод по ремонту телевизоров. Потом здесь находился клуб «Вертолет». Вот тут на этом месте вертолет стоял. Вот здесь вот вертолет. Вот такой треногий. А сейчас тут медосмотры. Продуктовый магазин, по-моему, был когда-то. Что-то убрали все. Да, надо гулять сейчас. Сейчас у нас как раз тепло. Двигать конечностями надо больше начинать. И причем вот
когда снежок, когда дождик капает, наоборот, лучше ходить, потому что воздух чистый, воздух чистится. У нас машин-то много. Сейчас еще пыли нету. Летом еще пыль будет. Так что особо ходить, как говорится, не целесообразно. Дышать пылью, легкие забивать. Гулять надо по каким-то, не знаю, где окраины какие-то, парк культуры и отдыха, там деревья, сосны. Идет сваи, что они тут делают? Сколько времени уже стоят. Сами понимаете. По-моему, погодка еще снега еще больше делается. Мне так кажется. Телефон пока не замерзает. Какой город? Якутск. Так, сообщение отправлено. Привет из Узбекистана. Привет Узбекистану. Надеемся на светлое будущее. Да, Кеша. Я тоже надеюсь. Спасибо, Кеша, что давно с нами. Специально для вас при этом стримим с города Якутска. Сегодня у нас 18 марта, 6 часов вечера. А смотрите, здесь вот построили, тут двухэтажки были такие деревянные, я их часто снимал довольно, да, вот здесь на этом месте их тут 2 или 3 было. А сейчас вот смотрите, какой дом. Вообще здоровенный. Куда, кстати, можно пойти? Проход есть. Вот такой домик здесь воткнули. Тут, кстати, можно, кому нужно жилье в центре города, где хорошее расположение, вы тут можете себе квартирку прикупить. Вот телефон сейчас я вам прочитаю. 74 27 20 74 27 74. Вот. Расстроечка. Ну тут типа не простого дома, а дом как премиального качества. Квартиры по всем ипотечным программам с поддержкой. Пятиэтажный дом со всеми современными решениями и трендами. ЖК ступени 74 27 74. Пожалуйста, вот такой тут. Там даже рендеринг, да, приведен. Какая красота здесь. Удачное место расположения его на перекрестке улиц Лермонтова и улицы Петра Алексеева. Ну и, ух ты, как снег-то прямо. Олимп, торговый центр Олимп здесь. Здесь медколледж якутский. А здесь торговый центр Вавилон. Тут куча магазинов. Это домик еще отделывают. Частично отделали, а с этой стороны еще не отделали. Ну, где-то, наверное, к лету там еще внутренняя отделка должна быть произведена, соответственно, где-то к лету, наверное, возможно. Ну, сами смотрите, я вам прочитал, где можно информацию узнать более подробно. Скользко, а, слушайте, еще бугры такие ходить. Ой, ветерок. Так, давайте в эту сторону перейдем. Это улица Лермонтова. Такая улица Лермонтова. Семерочка поехала. Волгобас, кстати, вот это автобусы из Волгобас недавно поступили.
Новый год или до Нового года появились удобные просторные автобусы, современные. Ну, кто говорит там, что, допустим, у нас автомобили плохие, да, там, ну, то, наверное, в отношении только относятся, ну, не очень такие. Я хотя сам не автолюбитель, а не могу, но почему-то говорят, что наш такой вот автопром легковых автомобилей не очень хороший, да, но, по крайней мере, автобусы это вообще замечательные, конечно. И они у нас и зимой ездят в самый мороз, всю зиму без проблем. Без автобусов-то тут сложно, в мороз там за 40 градусов куда-то пешочком шлепать. Во-первых, ты замерзнешь, во-вторых, дышишь холодным воздухом, морозным. Ну, можно себе легкие застудить очень будет неприятно. Бронхит какой-нибудь, кашель заработать. Детей на санках катают. Так вот возят. Так, а тут что у нас? Тут у нас стоматология. Раньше на этом месте, где это медколледж, медтехникум, вот на этом месте находился здание музыкального училища. Вот здесь вот такая деревяшка была двухэтажная. Я помню, плитка такая была, типа как у рыбы, такая вот чешуя. И, соответственно, музыкальное училище было. Ну, его сейчас, там здание совершенно другое, в центре города, на Кирова, построили большое, ну, уже давно, и туда все это переехало. Ух. Хорошо с вами гулять, просто замечательно. Потом уже начнет таять лед, снег, уже лужи будет, уже надо будет так вот просто не пройдешь, там эту лужу надо обходить, заходить. Так, вот этот раньше сквер был, вот этой церкви, да, там здание церкви, там церкви-то нету, да? Вот этот сквер, и тут построили вот такой сооружение, дом. И мы видим, что здесь есть не все вот эти секции, но какие-то из них заняты. Тут какие-то продуктовые или непродуктовые магазины. И тут что, Якутск, что-то. Или кафешки. А, цветы продают. Все понятно. Так, вот здесь дринкинг кофе. Работает, кстати, до 8, с 8-9 часов. А здесь ферма, продуктный магазин. Ой, же кто-то на велосипеде, смотрите, ездит, и тут велик поставил. А вот это здание этой церкви, сейчас это уже нету их. Сейчас эта церковь заполнена другими зданиями, заполнена всякими разными, ну как это сказать, учреждениями. Там и спортивные какие-то клубы, фитнес, и пункт выдачи маркетплейса. О, кстати, мне же должно что-то прийти. Надо будет выкупать. Забирать, вернее. Озон, цветы, кофейня. Мужские стрижки, парикмахерская, вот, ресторан, Хиллс. Так, и вот мы вышли с вами, вот это у нас улица Свердлова. Ну, ее сейчас абсолютно не узнать, вот за последние несколько лет она просто кардинально изменилась. И вся она застроена уже вот этими высотными строениями.
Вот мы раньше тут жили, тут была двухэтажка, Свердлова 2 дом. Ее снесли, и вот смотрите, два таких здоровых дома построили, высоких. Вот. А здесь, по-моему, была общага. На этом месте общага музучилище или медучилище. Здание было. Вот это, кстати, знаете, что такое? Вот это вот. Тут магазин был раньше виноводочный, рыбный. А сейчас его вот так вот совершенно сделали по-другому. А был такой, как обычный, ну, дом такой, с крышей такой, треугольный. Вот, еще вместо него сделали. Продуктовый магнат. Похоже на магнит, да? Кузьминскейк, домашняя кондитерская, цветы. И вот я в этом месте свое детство провел. Вот тут все уже снесли, то, что было, все это посносили. Осталось, правда, немного здания, еще немного зданий осталось. И вот если зайдем в этот дворик какой-нибудь из этих домов, смотрите, парковки прямо тут под домом, под сваями. А тут вообще, смотрите, закрытая какая-то территория. Тут кодовый замок у них. Все тут здесь. Вот так вот все устроено. Сверху здесь детская площадка, а снизу видно, да? Сейчас я прочитаю ваши комментарии. Парковка. Вот идешь, и снега нету. Что вообще замечательно. Хорошо, снег есть или плохо? Снег есть, да? Человек вечно чем-то недоволен. Так, давайте выходим тогда. Где-нибудь выйти. Немножко дворики я вам показал. Это заходит здесь. Давайте вот здесь вот в этом переходе пройдем. Сейчас ходить самое то, а то уже скоро жара, комары, дым от пожаров. Ну, надеемся, что пожаров не будет. Магазин Бородино там был. Что-то подзабыл, где этот магазин. Форвард 82 говорит: привет, привет, Форвард 82. Вот, смотрите, да, тут какие парковочки у них. Ну, я так понял, что тут может любой здесь встать без проблем. И такие вот есть проезды. Проезды вот тут. Смотрите, вот еще проезд. Улица Свердлова тоже, кстати, вся в пробке. Сейчас на эту сторону по светофору перейдем. Сейчас еще один дворик зайдем, посмотрим. Вот это тут. Ой, ветерок хороший таки. Вот тоже, смотрите, сверху игровая площадка, а снизу машины стоят. Видно, да, надеюсь? Так, ладно, пошли. Где тут переход через дорогу? Переходом, а то сейчас скользко. Так, в эту сторону перейдем. Тут, по-моему, надо кнопку нажимать. Вроде бы. Так, что он пропускает меня? Прохожу. Какие вежливые водители в Якутске. Все меня пропускают.
Может, видят, что я стрим веду. Так, вот здесь вот мини-маркет. Вот это, по-моему, еще деревянные дома, те самые остались, которые здесь были. Тут вот мини-маркет, то есть это двухэтажка переделали. Продукты здесь продают. Удобно для местных жителей, кто тут в округе. Вот таким образом. Так, а я тут не выйду, по-моему, да? Ух, видали, да? Что творится? Этой улицу Свердлова просто не узнать. Это вот даже 10 лет, или сколько, 15 лет возьмите фотографии. Это просто было что-то ужасное. Двухэтажки такие, да? Деревяшки. А сейчас вот что настроили. Все застроили. И туда еще вглубь квартала. Здесь у нас магазин. Ух, ветерок. Шаурма у нас 360 с грибами, да? 440 куриная с сыром 410, шаурма куриная сыр 350. Ну, короче, обычная куриная 300 рублей. Бургеры за 290. Хот-доги от 200 рублей. Шаурма говяжья 380. Ух. Ну, очень популярна, кстати, сейчас это еда. Вся вот эта шаурмичные в городе. Если другие они закрылись, то шаурмичные не работают. Их даже больше стало. Так. Вот здесь вот офтальмологическая клиника, глазная больница. И вот еще с той стороны остались несколько домов деревяшек. Какие они были, какая была эта улица, вот видно. Вот они. Вон один дом, потом там второй дом. Дома 3, что ли. И тут еще внутри квартала. Вот это, туда. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Ух. Хорошо. Раньше, значит, туда пошли вы, да? Там кинотеатр «Мир» был. 10 копеек стоил сеанс. Кинотеатр, ну, детский. Для взрослых, по-моему, 25 копеек. А, тут даже один домик такой. Вот смотрите, вот. Музейный вариант остался еще. Вот он. Брусовый. Так, заворачиваем сюда. Тут у нас вот такие вот высоточки. Стоматология, белый мамонт. У них дворы здесь не закрытые, поэтому можно просто погулять. Подъезд 2. Подъезды обозначены в домах. Так. Несколько тут таких зданий, таких башен. Да. Транспорта много. Ну, ипотечники живут, люди богатые, как правило. Не всякому сейчас ипотеку возможно взять. Вообще велосипеды с лета сохранились. Привет. Так, Пелагея, привет. Колбоджон, Дьякон, город Якутск это. Это Северный полюс, ну почти, это Якутск, столица. Самый холодный город, по сути дела. Ну, еще Норильский есть, там Воркута и так далее. Ну, Якутск вот один из самых холодных городов, который растет количество жителей в нем. Это все я знаю. Там никто не живет уже, а в Якутске все больше жителей. Сейчас сколько уже? По 400 тысяч с пригородами жителей. Вот такие дома строят. Представляете, тут были двухэтажечки такие, а сейчас вот на этом месте построили такую башню. Сколько тут людей стало жить.
естественно, в разы больше, просто в разы. Вот. И город Якутск, город, построенный на сваях, потому что у нас вечная мерзлота, и сами понимаете, что тут свои особенности, поэтому нельзя прямо строить на земле здание, надо вот сваи сначала заколотить их, а потом уже здание строят. Вот, по примеру, здесь. Ну, здесь, видите, да, так вот сделано как по-новому. То есть здесь вот этот этаж, он свай, здесь парковочка, получается, есть. И сверху уже этажи. Так вот сделано. А это, знаете, что такое? Вот эта вот штука такая. Так промораживают они мерзлоту. Вот чтобы свая на это не оттаивала. Вот это зимой она туда минусовую температуру, короче, остывает и промерзает еще сильнее. А у нас это очень актуально, поскольку, как заметили метеорологи, идет потепление климата, соответственно, климат делается теплее, и для вечной мерзлоты это очень плохо. То есть вечная мерзлота начинает оттаивать. Слушайте, вот еще эти деревяшки-то наши музейные. Вот они. Тут интенсивное такое движение. Раньше, конечно, такого не было. Вот эти деревяшки. Ну, по городу их еще, в принципе, достаточно. 17-й квартал и так далее. Тут люди живут. Дом уже, конечно, покосился. Туда-сюда. А люди живут. Как оно считается, здесь жилье неблагоустроенное. Но удобно тем, что дом в центре. Помню, на первом этаже тут. О, слушайте. Все, у меня, я извиняюсь. Давайте с вами завершать стрим. Ага. Приятно было для вас постримить, поснимать вот с таких мест еще. Я потом продолжу. Сейчас у меня аккумулятор сел, поэтому давайте. Канал я не закрываю, буду продолжать его вести как могу. Все на добровольных основах. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И смотрите. А где это снега столько уже, это трава зеленая, город Якутск это. Где его сейчас? Это близко с северным полушарием Земли, да. Да, это Якутия, это самые холодные у нас здесь места. Или пока я тут, слушайте, может быть, удастся, пока я не завершу, пока сам не завершится он, мне проводить его. Вот видите, да? А как аккумулятор сядет, и он завершится тогда, да? А пока я похожу, поснимаю снежок вам в мониторы, в телефоны. О, как тут все. Дома такие. Господи, сколько лет-то. Это послевоенные где-то. Они уже такие на бикрень все. Вот по неправильной технологии построены. Практически прямо на земле, поэтому у них фундамент повело. Но это как бы их и ненадолго делали. Ненадолго. То есть думали, что люди жить не будут, но люди у нас живут и не столько еще лет. Вот тут видите, даже спутниковые тарелки у них. Спутниковые тарелки, смотрите. Неплохо живут тут, смотрите, прямо гаражи. А вот этот райончик, смотрите, где высоточки-то. Ну и по идее вот здесь тоже должны все застроить подобным образом. Хотя хорошо было бы какой-то скверик, допустим, парк открыть, да, в городе.
Не все же застраивать домами. Сейчас уже дома настроены везде. Все пригороды города застроены. Смотрите, еще старинная такая. Степана Халтурина, 15. Ой, какое все музейное. Какое все музейное здесь. Ох, я чуть не упал. Тут детская площадка. Даже детишки тут. И вот еще тут несколько домов получается. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, где-то домов 10 еще сохранилось, таких вот музейных. И мы выходим с вами прямо к магазину «Радуга». Кто помнит, тот знает. Так, какие-то сообщения. Пауэрбанк надо. Ну, я вообще не думал, что стрим буду проводить. Вообще-то, у меня так спонтанная такая мысль. Я просто на улицу вышел и думаю, что погода такая замечательная. Снег идет. Почему бы не постримить? Вот мы тут сейчас с женщиной перебежим дорогу. Вот магазин «Радуга». Раньше промтоварный был. Сейчас я уже не знаю, что. Вот вывеска от него осталась. Смотрите, вот она. «Радуга». Лазурный берег Сочи. Еще тут это турецкие компании авиа ЖД билеты. Смотрите, они работают, тут сидят до сих пор. В принципе, уже можно самим договариваться. Я тоже поначалу, когда не знал, вот этим компаниям посредников обращался. А потом научился, и сейчас мы практически ездим сами все. Жилье это берем, соответственно, меньше денег платить надо, честно скажу, если напрямик выходишь тем, кто же вот это жилье. Вот, сейчас еще вам один дом тут покажу. Долгострой. Лет 10 он стоял, забытый. Вот этот дом, жилой дом, вот, красивые такие сделали полосы, светящиеся полосы сделали, красота просто. И на первом этаже открыли магазин продуктовый. Я заходил, там продукты, ну, обычный, по-моему, обычный магазин, что там, Тока написано, да? А, Тока, магазин Тока. Где-то у нас несколько в городе. Ну, цены как везде, в общем-то. Вот, на первом этаже вот эта часть рекреации, здесь магазин продуктовый. Вот, смотрите, какая красотень. Подсветка, вот это радует просто глаз. Вот когда стемнеет, ее включают, она так светится. Ну, столица же. Я думаю, что столица должна иметь такие красивые дома. И сейчас вот мы по улице Кальвица, так вот вперед пойдем еще немножко. Вот до этого перекрестка дойду, и они там уже Стремчанский я прекращу. Завершу. Так, что там пишите? Куда путь держишь? Да куда глаза глядят. Люблю эти домики. Я очень люблю эти домики. Это мое детство. Юрий 1974К. Да, это многих наше детство, вот эти деревяшки, да, там дворы такие было. Мы с детьми были, играли, там общались, бегали друг к дружку в гости. Телефонов тогда так вот этих сотовых-то не было. И мы просто там подходили, кричали, кто-то вылазил. Я помню, мы даже в окно вылазили на улицу, потому что на первом этаже жили. И нам через палисадник этот выскочить там. Ну, классно, велики, все это.
было тогда, конечно, жителей не столько, как сейчас. Транспорта было значительно меньше. Ну да, хорошие времена были. Смотрите, тут какаду, какие-то попугаи, фламинго. Как вот расписано это строение. Немцы, аэропорт, дорога. Это мы дошли уже до улицы Дзержинского. Вот. Она улица Дзержинского. Перекресток Дзержинского, Кальвица. Вот еще одного велосипедиста вижу. Ну, сейчас их все больше и больше будет ездить. Так, а мне сейчас на ту сторону. Или все уже. Что-то он сказал 2%, а не хочет. Я уже думал, давно уже выключится телефон. И стрим закончится, а не хочет он. Наврал, значит, мне. Дорога в аэропорт. До Наумцев и дальше туда трасса идет по этой дороге. Так, все, переходим. 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 Здесь, с этой стороны, вот здесь на углу. Осторожно, тут скользко. Сейчас вам пожарку покажу. Вот она, пожарка. МЧС. Здесь отсюда вот пожарные машины выезжают. Сейчас покажу, где это. Здесь переход на ту сторону. Вот она, одна из самых загруженных дорог в городе, улица Дзержинского. Вот эти вот выезды пожарных. Так, а мы с вами сейчас идем уже на ту сторону. Тут дорога такая буграми стала за зиму. Ух ты, у нас дороги делают, ой, скользнулись люди. Дороги делают, все, встал я. Слушайте, ну придется стоять, ждать, или побегу. Ну зато вот такое место интересное. Сейчас я вам немножко его поснимаю. Дострой застроили за эту зиму. Да, довольно быстро. Вон он, этот дом. Я сейчас здесь вот посередке стою, мне здесь 80 минут стоять. О, секунд. Больше минуты. Понимаете? Вот это я отсюда еще никогда не стримил, не снимал. Вот будет, наверное, интересно. Это вон, ну, машины оттуда с центра едут. Вот тут обычно вот такая сильная пробка очень вот до этого перекрестка, до Дзержинского, очень большая. Это как в нее встанешь, так проще дойти пешочком, чем вот на этом, на автобусе там ехать. Сейчас уже сколько у нас времени? Уже 6:38 время в Якутске. Вечер уже смеркается, становится темнее. Вот где-то часов в 7 уже, наверное, окончательно стемнеет, или позднее. Так, 3, 2, 1, пошли. Смотрим под ноги. Обязательно можно так долбануться тут, что мало не покажется. Так, здесь ресторан крыша вот с этой стороны. Там, видите, на крыше какие-то огни горят. Люди идут. И здесь, по-моему, еще есть ресторан «Лесзавод». Тут, когда кто-то помнит, как был ресторан, сейчас винзавод.
И крыша еще какая-то, что ли. Фикс прайс. Своя копейка. Торговый центр. Можно зайти тут. Еды прикупить. А там дальше, вот туда, если идти, там будет молокозавод и магазин от молокозавода. Там можно покупать молочко подешевле. Ну, на сколько-то рублей, но дешевле. Поэтому, если кто-то закупает коробками, оптом, да, мелких, ему выгоднее покупать прямо в их магазине. Существовавшее. Так, что такое? Говорит, привет, привет, привет. Да, всем привет. Ладненько, что, давайте я сюда залезу на эту лестницу и оттуда завершу с вами стрим. До 9 часов, кстати, работает гипермаркет. А вот видите, да, вся улица в пробке. Вся улица в пробке. Ну, ладненько, да. Пообщались мы с вами, хорошо. Постримил я. Так что всем давайте пока, не болейте. Сейчас весна у нас, ешьте побольше витаминов. Да по солнышке гуляйте. На коньки, лыжи там, у кого, ну да, весна, надо гулять, короче, все. Зима кончилась, впереди лето, будет тепло, всего хорошего. Так, а как завершить в эфире? Тут крестик был.